Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей и коротко о главных темах. СВФУ вернет студентов к очному обучению в конце этого месяца. В России началась масленичная неделя. Во сколько в среднем семье обойдется праздник в Якутии? Якутские виды спорта развивают на других континентах. В Лос-Анджелесе завершился международный турнир по масс-рестлингу. Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в интернете. Подписанным законом регулируется механизм реагирования Роскомнадзора на обращения избирательных комиссий по этому поводу. Федеральных, региональных и территориальных. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В противном случае доступ к ресурсу будет ограничен. Также президент обсудит с Кабмином развитие Дальнего Востока и Арктики. Совещание пройдет в режиме видеоконференц-связи. Оно проходит регулярно, раз в несколько недель. Ранее глава государства получил представить предложение по расширению программы льготных авиаперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении. При этом президент распорядился обратить особое внимание на исключение из льготной программы действующих возрастных ограничений. Подписан закон, которым продлевается льгота для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка. Ранее такое право предоставлялось работникам, имеющим 3 и более детей в возрасте до 12 лет. При этом отсутствуют условия по возрасту младшего из детей. Новым законом расширяется круг лиц, имеющих право получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, установив, что работникам, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное время до достижения младшим из детей 14 лет. Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для ряда профессий. Так, учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников будут засчитывать в стаж работы периода обучения и дополнительного профобразования. В том числе курсы повышения квалификации. Главное условие – в это время за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и заработные платы. А работодатели обязаны отчислять за них взносы на обязательное пенсионное страхование. Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Отмечается, что особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. Очное обучение для всех студентов Северо-Восточного федерального университета начнется с 29 марта, но часть занятий, в частности лекции, продолжат вести в дистанционном формате. Об этом нашему телеканалу сообщил ректор вуза Анатолий Николаев. После долгого перерыва корпусы университета готовят к массовому возвращению студентов, проводят генеральную уборку, дезинфицируют поверхности, устанавливают рециркуляторы, проверяют сигнализацию. При входе будут измерять температуру тела, выдадут маски и перчатки. Студенты-медики с 1 марта первыми вышли на очные занятия. Также со вчерашнего дня началось массовое заселение студентов в общежития. Мы так и так планировали со следующего учебного года переходить на гибридные формы обучения, да, потому что мы должны пользоваться многими технологиями. С ковидом или без ковида мы должны были проводить и в форме ВКСов, да, это и внедрение новых технологий, внедрение сетевых форм обучения и так далее, да, и потом уже все директора, деканы получили задание, да, чтобы все расписания уже были определены, там онлайн, офлайн, так что методики и так далее отработаны. Надеюсь, все у нас получится. Итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации в резервный срок сегодня, 10 марта, будут сдавать почти 50 тысяч девятиклассников. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. В резервный срок собеседования сдают выпускники, получившие незачет, либо пропустившие его в основной день по уважительной причине. В расписании предусмотрен еще один дополнительный срок – это 17 мая. Как отметили в ведомстве, 98,5% выпускников 9 классов уже успешно сдали собеседование в основной срок 10 февраля.
200 снимков с северным сиянием удалось сделать айхальскому фотографу. На фотоохоту в этом году он выходил чаще, чем в прошлом. Делать снимки позволила солнечная активность. Подспорье для фотографа – это прогноз северного сияния. Смотрит он его на интернет-ресурсах. Место для работы – окрестности Айхала. Сияние удается запечатлеть ночью. На это уходит по 2-3 часа. Мужчина фотографирует северное сияние 20 лет. Работы якутянина 2 раза занимали призовые места на международных конкурсах. Зачастую получается видеть и снимать в основном зеленые сияния. Бывает сияние, как художник рисует образы животных и ангелов, цветов и бабочек. Но это может быть что угодно. Главное иметь хорошее воображение. Фотоаппарат у меня хороший. И это, я думаю, можно видеть на фотографиях. Конечно, лучше магию северного сияния наблюдать непосредственно вживую, своими глазами. Это очень волнительное, эмоциональное действие природы. В России началась Масленичная неделя. В 2021 году восточнославянский праздник выпал на 8 марта, так что день получился вдвойне праздничным. Наши коллеги решили выяснить, во сколько этой весной обойдется Масленица среднестатистической семье. Анна Винокурова с подробностями. Блины с шоколадом, с маслом, со сгущенкой, ветчиной и сыром, курицей и грибами. Сегодня в магазине можно купить блины на любой вкус и даже цвет. Но хотя бы раз в году в Масленичную неделю можно приготовить их дома. А выбрать продукты для Масленицы нам сегодня поможет председатель славянской общины Мирнинской ассамблеи народов Татьяна Пенигина. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз муку нашла для наших блинов. Мука из ржи и мука из пшеницы. Хорошо. Будем делать разные блины. Нет, мы в блины добавим и ту часть муки, и вторую часть муки. Татьяна Владимировна, сколько обычная семья готовит блинов на Масленичную неделю? Готовится очень много блинов. Ведь семья будет гулять 7 дней, поэтому все 7 дней надо кушать блины. Мы как Сейчас, раз... да, сейчас мы берем сахар. И, конечно же, растительное масло. А соль нам не надо? Соду? Сода нет, потому что блины у нас будут дрожжевые. Сейчас мы выберем яйцо и молочное. А яйцо десяток хватит нам? Десяток хватит. Я готовлю для своих внуков каждые выходные. Они с удовольствием хлопают. А как вот сделать, чтобы они были такие кружевные, с дырочками? У меня никогда так не получается. Ну тут надо, конечно, волшебное слово. Добавляют в рецепт немного масла растительного, молока и немного воды. И за счет воды оно становится с дырочками, кружевное и красивое. Ну, я думаю, если мы будем сегодня гулять, значит, мы берем молоко 3,2% жирности. Замечаете ли вы повышение цен? По сравнению с 2020 годом повышение цен на продукты масла, молоко не было высоким, а овощи поднялись в цене. А может, все-таки раз в году приготовим там с клубничкой, может быть? Можно и с клубникой. Клубника пойдет на украшение. А сколько один человек может съесть блинов за один раз? Сейчас очень модно говорить про диеты. Блины очень калорийные продукты. И диетологи советуют и желают, чтобы мы ели только 3 блина. За раз? За один раз, да. Самый главный продукт в масленице – это масло, поэтому мы его берем. А вот в Масленичную неделю сколько раз вы готовите блины? Каждый день или нет? Вы знаете, в масленичную неделю надо готовить их каждый день, потому что они каждый день съедаются. Ну, вообще-то, если рабочая неделя, то обычно готовят в понедельник, это встреча. И суббота-воскресенье, это уже разгуля и прощенное воскресенье. Ну, перед Великим постом. Да-да-да. Вот мы уже пришли на кассу. К оплате 1694 рубля. Спасибо вам за покупку. Приходите к нам еще. А получается, вот этих продуктов нам на сколько хватит? Это мы набрали на один день или на несколько? Этих продуктов нам хватит на 2 дня. Ну, получается, тут чуть больше 1600 рублей, и в день получается, 800 рублей. 5600 рублей на Масленичную неделю потратит обычная мирнинская семья.
Спартакиаду зимних видов спорта возобновят в 3 городах республики. Она пройдет с 25 марта по 11 апреля. Соревнования должны были завершиться еще в 2020 году, но из-за эпидемиологической ситуации их перенесли на 2021. Результаты прошлых соревнований не будут аннулированы и пойдут в зачет спартакиады. Так, в северном многоборье чемпионом стала команда из Чурапчинского района. В дисциплине шорт-трек победила сборная команда Якутска. Зимние чемпионаты спартакиады откроют сноубордисты и горнолыжники. Соревнования пройдут в Нерюнгри на горнолыжной базе «Горизонт» до 28 марта. Также с 1 по 4 апреля в Якутске планируют проведение соревнований по хоккею с шайбой и спортивному ориентированию на лыжах. В Лос-Анджелесе завершился международный турнир по масс-рестлингу. На пьедестал почета вышли 15 победителей. Впервые в истории американского масс-рестлинга участниками стали и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Сразу 2 атлета. Протезы не стали для них препятствием на пути к победе. Борьба была равной для всех категорий. О соревнованиях и спортсменах в материале Айсены Бурнашовой. Чад Мэклин из Калифорнии – настоящий американский богатырь. В турнире по масс-рестлингу он боролся в супервысоком весе свыше 105 килограммов. Бывший футболист лишился ноги после неудачного спуска на горных лыжах. Но несмотря на резкий поворот судьбы, Чад не стал ограничивать себя. Наоборот, решил браться за все новое. Так в его жизнь пришел удивительный для Америки масс-рестлинг. Я добился успеха в стронгменге и в масс-рестлинге. Я соревновался в адаптивных видах спорта, выиграл мировой турнир Арнольда. Затем я начал соревноваться не в адаптивных видах и добился успеха и там. Это мой 3-й чемпионат по масс-рестлингу, и я выиграл каждый. Протез не помешал масс-рестлеру перетянуть палку на свою сторону. В этом турнире он занял 1-е место, опередив всех соперников. Всего в этот день помост объединил масс-рестлеров из разных штатов Америки и даже Пакистана. Турнир проходил с учетом всех коронавирусных ограничений. Мужчины боролись в 3 весовых категориях до 90, до 105 и свыше 105 килограммов. Женщины в 2 до 70 и выше. Настоящий класс показали опытные масс-рестлеры. Так, 1-е место среди женщин одержала Линдси Джоан Холл из Сакрамента. В 2018 году спортсменка даже была на родине масс-рестлинга в Якутии. Там она стала серебряным призером чемпионата мира. Я оптимист. Я думаю, что это очень веселый и дружный вид спорта. Он нас реально очень сближает. Я верю, что в моем родном городе Сакраменто у масс-рестлинга будет много последователей. Это моя цель. Якутск, всем привет! Из Калифорнии. Америка вступила в Международную федерацию масс-рестлинга 8 лет назад. С каждым годом за океаном увеличивается число последователей этого вида спорта. Турнир в Лос-Анджелесе открыл международную карту соревнований, отмечают федерации. Всего же в 2021 году планируется проведение 27 спортивных мероприятий международного уровня. Мы хотели поддержать всех атлетов мира тем, что мы стартуем этот год, как обычно, традиционно в марте. Это у нас ежегодно так проходит, поэтому мы решили именно провести в марте, именно в те даты, когда мы обычно стартуем. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Максим Кардозо, Лос-Анджелес. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.